Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Я занята сегодня очередной работой. Я готовлю еду для своих птиц, для цыплят, кур и для утят. В комментариях я читаю, чем вы кормите своих утят. Вот я решила вам показать, чем я их кормлю. Здесь варится у меня зерно. Вот у меня зерно. Сюда я кладу картошки. Здесь 2 ведра зерна. Вот такая картошка у меня. Как я вам говорила, мы вот таких варим. Этих картошек можно оставить и на семена, но у нас, я думаю, семена будет. Это у нас новый урожай. Привезли мне Салават с Юлей. Они копали на стройке скороспелку. И варю я вот таких яблок. Вот такой сорт есть. И вот такой сорт есть. Здесь у меня больше не уйдет. Добавлю еще немножко воды. Подкинем дровишек. И ждем, когда сварится. Когда все сварится, я перемешаю, остынет и даю гусятам, утятам, цыплятам. Иногда бывает и для коз. Но для коз у меня есть овес, но иногда приходится мне давать им тоже такой вкусный корм. Каждый день вот так варю в казане. Сейчас они большие, поэтому им требуется очень много еды. Раньше я много давала траву, а сейчас, как вы видите, у нас засуха. Везде все трава высохли. И в огороде поливаем, и все без толку. В огороде у меня вообще трав нет. Когда дождливые года, собираешь, все, трава и там растет, и тут растет, не успеваешь собирать. А в этом году ищешь трав, и травы нету. Хотя засуха, но все растет, слава Всевышнему. Растут яблоки, помидоры созревают, морковь, перчики, огурчики. Огурчики уже заканчиваются. Но я теплицы посадила немножко на осень. Не знаю, успеет созревать, не знаю, нет. Но что будет, то будет. Потихоньку начала пересаживать ягод. Ягод мы утром и вечером поливаем после посадки, чтобы не высохли. Утром поливаю я. Ребятишек я не бужу, даю им отсыпаться, готовимся к школе. Сама встаю, накормлю своих утят, подаю коз и начинаю поливать. Как говорится, кто рано встает, тому Бог подает. Я, конечно, люблю утром спать, я сова. Я все дела делаю основном ночью. А утром мне
всегда спать охота, но приходится вставать. Я просыпаюсь. Бывает, иногда с мальчиками сплю до 8 часов, но это очень редко. Все равно, как только проснешься, уже думается, как там козы, их надо доить, кормить. С утра будет у нас петух, и утки тоже о себе дают знать. Бак-бак-бак. Ну вот такова у нас жизнь в деревне. Но в деревне хорошо, когда все удобства дома. Рядом огород. В городе живешь, куда-то надо ехать в сады, а здесь все рядом. Очень удобно. Активно краснеют у меня помидорчики. Вот надо их тоже собирать. Поломалась у меня машинка закаточная. Почему-то до конца не закрывает. Вот придется, наверное, мне купить новую машинку. Сегодня воскресенье, сегодня обычно у нас магазины толком не работают. Могут работать одежды, продуктовые и стройматериалы. Поэтому, наверное, придется мне поехать завтра, купить машинку. Иногда они тоже попадаются некачественными. Поэтому договариваюсь, если что, поменять. Но эта закаточная машинка у меня служила очень долго. Я не в обиде. Сегодня соберем помидор. Если у меня будет время закатывать их, то поеду к Юльке. Заберу на время у нее. Она тоже, конечно, много закрывает. Салаты разные, соленья. Скоро, если будут дожди, они будут грибов собирать. Я сегодня ей позвонила, она сказала: мама, пару дней у меня машинка свободна. Поэтому я не буду откладывать. Сейчас очень много дел. Каждый день что-то надо делать. Сегодня рыхлила я под саженцами своими. Поливала немножко их. Тоже сидят, бедняжки, сохнут. Как будто воды просят. Как же оставишь их без воды? На улице, конечно, жарко, 32 градуса. Но когда я в огороде потихоньку работаю, а мне кажется, даже не жарко. Наоборот, когда домой зайдешь, дома очень прохладно. Сядешь, чай попьешь и полежишь. Сегодня еще мне в сарае придется немножко убираться. Затоплю баню. Да и детям что-нибудь вкусненькое надо приготовить. Что-то мучное. Вода уже закипает. Здесь у меня пшеница варилась. Я просто сейчас добавила 2 ведра картошки и 1 ведро только яблок. 2 ведра зерна я добавила сюда. Вот у меня полный казан будет. Кому было интересно, чем я кормлю своих утят, вот теми кормлю, что варю. Сюда кидаю, что есть у меня. Надо и огурчики кидать, и яблоко, и кожуры от картошки. Но кожуры у меня любят еще в свежем виде употреблять козы. Картошка есть. Еще дети привезут. Дети сказали, что мелочь привезут мне, потому что мне еще надо кормить почти целый месяц. Утята уже большие, но цыплята что-то у меня в этом году тоже не очень-то быстро растут. Надо будет пробовать им дать таблетки от червячков. У них тоже бывают такие паразиты внутри. Завтра, когда поеду за машинкой закаточной, надо будет зайти в ветаптеку и купить что-то. Но, по крайней мере, хоть не умирают. Ну, так-то хорошо кушают. Вот я и подозреваю, когда очень хорошо кушают цыплята и не поправляются, у них могут быть паразиты внутри. У меня 1 год как-то так было. Я тоже вчера подумала, тоже придется мне купить таблеток Альбен
называется. Еще какие-то есть. Вот, попробую. От них вреда не будет. Но когда даешь такие таблетки, альбен или еще какие-нибудь, дней 10 нельзя резать цыплят. Вот это тоже я хорошо знаю, но мне еще, думаю, пока рановато резать. Скоро детишкам уже в школу. Они дни считают, так хотят в школу. Я говорю, недельку поучитесь, захотите опять отдыхать. Нет, говорят, не знаю, как будут учиться, переживаю очень. Одно успокаивает, что у меня Владик тоже пойдет с Кирюшей в одну школу. Кирилл присмотрится за Владиком, будут уроки вместе делать. И радует меня то, что они будут учиться утром. В прошлом году Кирилл учился утром, а Владик учился после обеда. Мне так тяжело было. За что-нибудь возьмешься или в огороде, или куда-нибудь поедешь, думаешь, вот-вот уже Владиславу в школу. После школы он вечером приходит, покушает, поиграет и спать ложится. Уроки он не хотел вечером делать, не знаю, уставал. Делал только утром. Мне утром опять проверять уроки и делать что-то, никуда не съездить. А так я могу утром проводить их в школу, могу в деревню съездить, могу в город съездить. Они сами приходят, у них свои ключи, открывают дом, достают и подогревают еду и кушают. Они уже у меня большие. Скоро 25 августа Владиславу будет уже 11 лет. А Кирюше будет уже 23 сентября 13 лет. Так они ждут день рождения, чтобы вам подарить на день рождения. Они мне говорят, что хотите. Ну как? Я говорю, может, я ничего не хочу. Но если не хотите, ничего не подарите. Ну как без подарков оставить детей? Сейчас у нас в Стерлибашеве такая мода пошла. День рождения отмечают в кафе. Покупают пиццу, коктейли молочные, соки там, еще что-то. Я, наверное, тоже дам деньги им, позовут своих друзей, сестричек. Они там играют. Специально у них, по-моему, есть помещение. Вот. Посмотрим, подумаем. Может, и дома посидим. Вот столько помидоров созревают активно. Надо будет собирать. И что-нибудь доделать. Консервировать. Вот такие помидорчики. Очень хорошо солить. Можно сделать в собственном соку. Вот столько помидорчиков. Очень много. Урожай помидоров в этом году хороший. Немножко пересадила ягод. А эти ягоды так и созревают. Так дружно созревают. Ягоды вкусные, сладкие. Надо детишкам сказать, чтобы они собирали, когда выйдут поливать. Ну, мои хорошие, вот и пора с вами прощаться. Желаю вам самое главное здоровья, успехов, благополучия и много радостных дней. Всем пока-пока, до следующих встреч.